Стал известен полный файт-карт международного турнира М1 Челлендж «Битва в горах», который пройдет 21 июля. Ждем 13 зрелищных поединков с участием мастеров боевых искусств Казахстана, Турции, Кыргызстана, США, Украины, Бразилии и России. Главные поединки за защиту своих титульных поясов проведут действующие чемпионы организации в полулегком и легчайшем весах Хамзат Далгиев и Моусар Евлоев. Подробно о предстоящей 7-й битве расскажет Мадина Пугоева. За звание лучшего на битве в горах выступят 8 ингушских спортсменов, двое из которых будут защищать свой чемпионский титул. Моусару Евлоеву и Хамзату Далгиеву предстоит выйти в речь с не менее сильными соперниками из Бразилии и США. Любители смешанных единоборств уверены, это будет два самых зрелищных боя. Ну а сами файтеры готовы оправдать ожидания зрителей. Моусар Евлоев намерен сделать все, чтобы пояс остался в Ингушетии. Противостоять нашему чемпиону будет опытный боец из Бразилии Рафаэль Диас, который решительно настроен навязать борьбу нашему файтеру. До начала остается не так много времени, поэтому тренироваться нужно в полную силу как в зале, так и на открытом воздухе. Это довольно-таки очень сложно, потому что 1,5 километра над уровнем моря, и воздух разряженный, и 3 раза быстрее устаешь, чем на равнине. Но мы очень усердно готовимся к этому. И я, наверное, готов не на 100%, а на 200%, наверное, потому что я со всей ответственностью подхожу к этому моменту. Подготовительный процесс чемпиона расписан поминутно. Во время дневных тренировок на открытом воздухе упор делается на ударную технику и, конечно же, выносливость. Выиграть пояс легче, нежели потом его защищать, уверен Моусар Евлоев. И ответственности больше, и подготовка чемпиона должна быть лучше. Впервые это звание он сохранил за собой в бою против хорошо для себя известного Сергея Морозова. С Морозовым мы начинали свою карьеру, там вместе в Китае выступили. Вот. Мне до конца не хотелось с ним драться, но организация поставила ему этот бой, и он не мог от этого отказаться, потому что бой за пояс – это то, чего ждут все спортсмены всю свою жизнь. И он мне позвонил и сказал, что ему предложили бой против меня, и он не хочет отказываться. Я его понял и сказал, что будем биться как обычно, с врагами, но после боя будем, как и были, хорошими друзьями. К предстоящей защите пояса вместе с Моусаром Евлоевым готовится и Хамзат Далгиев, проводя также двухразовые тренировки на сборах в Джайрасском районе. Свою первую защиту чемпионского пояса Хамзат Далгиев должен был провести несколько месяцев назад против Нейта Ландвера. Травма соперника не позволила Хамзату выйти в речь. Долгожданное противостояние все-таки состоится, но уже на турнире «Битва в горах 7» против того же соперника. Я тогда готовился в Махачкале под руководством Марата Гафурова. С того дня я, честно говоря, после отмены боя не отдыхал. Делал 2 раза тренировки. Я считаю, любой спортсмен, профессиональный спортсмен, который хочет добиться какого-то результата, он по-любому должен тренироваться 2 раза в день. В конец месяца Рамазан мне сказали, что соперник уже выздоровел, что он готов выступить и попытается сделать что-то. Помимо тренировок на открытом воздухе, чемпионы проводят подготовительный процесс в зале вместе с другими бойцами. Акцент при этом делается именно на борьбу. Ландвер тоже, да, ударник, у него работа больше по ударке. Вот. И у него основная работа давить соперника и работать. А Хамзату придется с ним чуть-чуть поработать в стойке и перевести его в партию. У нас такая задача. Эта битва в горах станет особенной, ведь впервые на турнире мы увидим 2 чемпионских поединка с участием ингушских бойцов. Моусар и Хамзат ставят перед собой только одну цель – снова порадовать свою республику. Победа или поражение – это от Всевышнего. А от меня зависит, покажу я там хороший результат или нет. Главное – показать достойный и хороший бой. Вот, своим землякам скажу, что они самые лучшие, что это самая мощная поддержка. Я готовился уже давно, психологически, морально, физически полностью готов. Сейчас жду самое трудное, самое нудное уже начали, весогонка. Но я думаю, все пройдет успешно. Иншаллах, мы со своими братьями выйдем на пик на этот турнир и покажем очень яркие зрелищные бои. До самого ожидаемого спортивного события лета осталось чуть больше недели. 7-й по счету турнир «Битва в горах» пройдет уже в следующую субботу в Джайрасском районе Ингушетии. Мадина Пугоева, Исмаил Гатагажев, Новости 24.